Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте і на канале YouTube. Нечакана у журналісцкім асяродку такі разгарэўся скандал, які выходзіць, в прынцыпе, сягае далей за журналісцкі асяродак. Дырэктарам вядомай незалежнай газеты «Белгазета» стаў новы чалавек, праваабаронца Андрей Бондаренко. Але папярэдні дырэктар і уладальнік асноўнага пакету акцый «Белгазеты» Кирилл Живолович імгненна абвінаваціў Бондаренку у тым, што ён здзяйсняе по нейкай замове рэйдарскі захоп «Белгазеты». Ці сапраўды гэта рэйдарскі захоп і што насамрэч адбываецца з «Белгазетай», мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, новым дырэктарам «Белгазеты» Андрэем Бондаренком. Адразу хочу папярэдзіць, мы вельмі не любім, калі у сітуацыі канфліктнай не прадстаўлены адразу два бакі канфлікту. Таму мы яшчэ учора увечары звярталіся да Кирилла Живоловича з прапановай узяць удзел у нашым сённяшнім эфіры. На жаль, ён адмовіўся ад удзелу у эфіры і сказаў, што зараз кансультуецца з юрыстамі і толькі заўтра ў сераду зможа выступіць з нейкімі заявамі. Таму просім не вінаваціць нас у аднабаковай падачы інфармацыі. Мы сапраўды звярталіся і прапаноўвалі усім бакам узяць удзел у размове. Таму, Андрей Бондаренко, добрый день. Добрый день. Спадар Андрей, давайте пачнем з самага пачатку. А пачатак – гэта ваше прызначэнне на пасаду дырэктара. Я так разумею, што гэта прызначэнне было здзейснена без згоды уладальніка асноўнага пакету акцый «Белгазеты» Кирилла Живоловича. Як можна прызначыць на пасаду дырэктара чалавека без узгаднення, без дазволу, без санкцыі асноўнага уладальніка пакета акцый? Ну, собственно говоря, у него были все возможности соглашаться, либо не соглашаться, высказать свое мнение, либо привести какие-то свои аргументы, либо другую кандидатуру предложить на этот пост. Вот. Но он не явился на годовое собрание учредителей, годовое общее собрание учредителей, и, соответственно, оно прошло в формате участия только одного учредителя Игоря Высоцкого, который и принимал уже решение. Сразу поясню, что согласно устава предприятия, общее годовое собрание учредителей может быть созвано любым из учредителей, даже миноритариев, обладающих более 10% в уставной доле предприятия. И Игорь Высоцкий воспользовался своим правом. Живолович был уведомлен о месте и дате прохождения этого собрания. На собрание он не явился, и, соответственно, Игорь Высоцкий вынес на собрание вопросы о смене предыдущего директора, назначении нового. Собственно говоря, все произошло в рамках действующего законодательства и в рамках требования, которые прописаны в уставе. Поэтому таким чынам супярэчнасці тут нема. Вот ёсць асноўныя уладальнікі Высоцкі і Живолович, і калі Высоцкі згодны з вашым прызначэннем, а Живолович на той момант ніяк не адрэагаваў, то ці можна ўсё ж таки лічыць ваше прызначэнне на пасаду дырэктара законным, правомерным и гэтак далей? Смотрите, я-то ведь не принимаю решение в назначении либо увольнении кого-то на предприятии. Я такой же наемный работник, как и все остальные, те, кто работают в газете. Основными назначениями занимаются учредители. И, соответственно, Игорь Высоцкий, он и назначал меня директором,
и принимал решение о необходимости смены директора, потому что если уже чисто юридически, то увольнением, конечно, занимается окончательно уже новый директор. Никаких противоречий здесь нет, никаких нарушений здесь тоже быть не может, поскольку все произошло в соответствии с теми требованиями, которые, еще раз повторю, прописаны в уставе. То есть это небольшая тайна для любого юриста, занимающегося экономической деятельностью. И точно так же действующее законодательство позволяет и делегирует такие права Игорю Высоцкому. Если у второго учредителя возникают какие-то сомнения, он вправе обратиться в суд, поскольку иные способы опротестовать протокол такого годового общего собрания учредителей отсутствуют. Это, опять же, прописано в уставе, то есть любой учредитель, не согласный с протоколом такого собрания, по каким-то причинам вправе обратиться в суд, и суд уже, соответственно, может либо признать этот протокол действительным, либо же не признать. А яким чынам вы запрашалі, ну, может быть, не вы, а ввогуле там дасылалася запрашэнне Кириллу Жываловічу узяць удзел у гэтым сходзе, бо мы ведаем такія сітуацыі, калі позву, скажем, у суд дасылаюць вот за гадзіну до таго, як суд гэты пачнецца, ці кінуць у паштовую скрыню, а я, да прыкладу, тую скрыню не правяраю. Вот яму патэлефанавалі, і ён там сказаў, што я не прыйду. Ці яшчэ што, вот была нейкая рэакцыя на гэта запрашэнне? Можа, ён не бачыў, можа, в адпачынку быў? Ну, я, честно говоря, сказать не могу, поскольку организацией собрания занимаются непосредственно учредители, ну и сотрудники предприятия. Все, что мне известно, и будучи правозащитником, я, естественно, еще раз перепроверил, данные уведомления зарегистрированы в книге исходящей корреспонденции предприятия, и то, что Жывалович был должным образом уведомлен, для меня это является истиной, поскольку это совершенно очевидно. Мне известно, что к этому моменту к директору и одновременно учредителю в одном лице Жываловичу было уже достаточно претензий. Там сложилась очень тяжелая ситуация как в экономическом, так и в финансовом плане. И к этому времени Жывалович уже больше года практически не появлялся на предприятии, не принимал участие в работе предприятия. Поэтому созванивались с ним, не созванивались. Это, наверное, этот вопрос лучше адресовать уже непосредственно главному редактору, поскольку, я еще раз скажу, я хоть и принимал участие в этом собрании, но я не уполномочен его организовывать и вести. Это функции учредителя. Таким чынам, атрымліваецца, ну вот вы зараз фактычна адказалі на маё пытанне, я просто хочу удакладніць, якая прычына таго, што ўзнікла неабходнасць змены дырэктара, чым не задавальняў Жываловіч на пасадзе дырэктара, апроч таго, што ён не прыходзіў на працоўнае месца. Можа, ён з дому працаваў? Но есть определенные требования к исполнению должностных обязанностей, особенно директора, человека, который отвечает за организационно-распорядительные функции на предприятии, за ведение финансово-хозяйственной деятельности и так далее. Поэтому на работу он просто обязан. Это требование действующего законодательства появляться. Жывалович не появлялся там очень длительный период времени, но согласен с вами, если бы его работа была видна, она была эффективна, то я думаю, что ни у кого бы не возникло вопросов, появляется он там или не появляется. Речь уже шла о том, что к концу года стоял вопрос о том, будет ли вообще существовать Белгазета как таковая. Сложилась очень тяжелая ситуация, и когда решался вопрос смены директора, он возник не из-за того, что кому-то просто захотелось там поквитаться с Жываловичем или создать ему каких-то проблем. Сложилась ситуация, когда нужно было экстренно принимать какие-то меры, которые бы позволили вывести газету из такого уже системного кризиса. И не хотелось бы оперировать терминами дефолт или банкротство, но мы уже были близки к этому, ко всему, поэтому это явилось основной причиной. Вторая причина, которая подвигла, скорее всего, что руководство на такие крайне непопулярные меры для самого Жываловича, это то, что
длительный период времени после того, когда я уже ознакомился с бухгалтерией предприятия, и мы подготовили аналитическую записку о том, что дело все в том, что нами выявлены ряд достаточно сомнительных сделок, которые проводились непосредственно самим Живоловичем, и в моем общении с должностными лицами предприятий, которые работали на то время и которые были категорически против проведения таких сделок, они подтвердили, что да, эти сделки имели место, да, в какой-то степени они были фиктивные, в какой-то степени они были не нужны для предприятия, и в основном все эти сделки, они вели к финансовым потерям предприятия и к тому, что газета просто теряла свои собственные средства. Вы зараз обвинуватили Живоловича у наўмыснай растраце сродкаў фінансаў прадпрыемства выдання Белгазета. У вас есть нейкія доказы на паперы, там документация, каб подтвердить это, або звернется в суд обвинуватить вас у поклёпе? Нет, я в настоящее время еще пока никого не пытаюсь обвинить, я пытаюсь просто обозначить, что нами выявлены, на наш взгляд, сомнительные сделки, которых не должно было быть на предприятии. Предъявлять обвинения — это уже несколько функций других структур, других органов. Я думаю, что до нашего обращения туда дело не дойдет, и мы сможем, как говорится, договориться на берегу, но уже на сегодняшний день, вчера нами было направлено исковое заявление в суд с требованием о возмещении вреда, нанесенного действиями сотрудника предприятия. Пока это, скажем так, первый шаг, чтобы продемонстрировать, скажем так, всем участникам процесса, желающим показать, что якобы сотрудники, и в том числе я, действуем неправомерно, продемонстрировать, что мы делаем все, исходя из норм и требований действующего законодательства, мы их не переходим, и если будет необходимость опубличить те факты, которые нами выявлены, это не составляет абсолютно никакого труда, мы их предоставим и мы их продемонстрируем. Но я еще раз хочу подчеркнуть отдельно, я надеюсь, что нас смотрит и сам Кирилл Живолович, о том, что наша задача не разбираться сейчас, кто прав, кто виноват, наша задача помочь газете остаться на плаву и не дать стране потерять одно из самых старейших изданий в Республике Беларусь. Ну, тым не менш, мы паспрабуем разобрацца. І зараз такая тэма цікавіць. Мы вас даўно ведаем як праваабаронцу. Так, я паглядзеў вашу біяграфію, я ведаю, што да журналістыкі раней вы мелі дачыненне, працавалі у спартыўнай панараме, калі не памыляюся, да. І апошні час былі пазаштатным аўтарам Белгазеты, пісалі там калонку. Тым не менш, ўсё ж такі, больш такое шчыльнае да кіраўніцтва, менавіта ў СМІ. Вы раней мелі дачыненне, і калі ўжо на тое пайшло, ну, пазаштатны аўтар. І вот так вот з пазаштатнага аўтара адразу ў дырэктары, чаму вы? Хороший вопрос. На тот момент, когда мне стало известно о том, что происходит в газете, это было абсолютно случайно, это вылилось из обыденного разговора с Игорем Высоцким, и когда мне стало понятно, что это уже не просто кризис, это можно считать практически конец, нужно срочно, оперативно принимать какие-то меры, которые бы позволили газете продолжить свое существование, и изначально это был, скажем так, порыв души, помочь газете сделать что-то такое, чтобы помогло газете остаться на плаву. Поэтому, скорее всего, что поэтому и я, если отвечать на этот вопрос, просто оказался в нужное время или в ненужное время в ненужном месте, или в нужное время в нужном месте. Время покажет. Но, если честно,
я не планировал взять на себя столь громоздкие функции. Была задача выступить в роли кризисного менеджера, который бы помог найти правильные пути выхода в этой ситуации. И такой опыт есть, поскольку я в свое время руководил достаточно несколькими крупными предприятиями, в том числе. Я выбачаюсь, я перерву вас. У нас зараз короткий выпуск новинок на Еврорадио. Вернемся праз 1,5 хвилины. Андрей Бондаренко, новый директор Белгазеты, сумесны стрим Еврорадио и Е-прамовы. Лукашук у студии. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Жыхар Драгічына ажно 10 гадоў плаціў аліменты на не сваіх 3 дзяцей. Праўда высветлілася пасля таго, як правялі генетычную экспертызу. 40гадовая жанчына спачатку звярнулася ў міліцыю. Былы муж ужо больш за 3 месяцы не выплачваў сродкі на ўтрыманне 3 непаўналетніх дзяцей. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу, аднак мужчына заявіў, што не з'яўляецца біялагічным бацькам дзяцей, і экспертыза ягонае падазрэнне пацвердзіла. У выніку крымінальную справу спынілі. Гродзенец з Польшчы вёз на радзіму ў паліўным баку дзесяткі пачкаў кавы. 33гадовы жыхар на сваім аўтамабілі Audi A6 вёз каля 60 пачкаў кавы, аднак падчас праверкі ў пункце пропуску ўсе схоўнікі былі знойдзены. Мужчына заявіў, што вязе толькі прадукты харчавання вагой 11 кілаграмаў, але агульная вага кантрабанды склала 35 кілаграмаў. Гродзенцу цяпер пагражае канфіскацыя ягонай машыны. А Крыштіяну Роналду пагражае канфіскацыя 19 еўра. 19 мільёнаў еўра і умоўны тэрмін ажно ў 23 месяцы. Такое рашэнне вынес суд Мадрыда. Выяўленае падаткавае парушэнне адносіцца да 11-14 гадоў. За гэтае парушэнне Крыштіяну Роналду і атрымаў такі прысуд. Усё выдатна, сказаў ён, выходзячы з залы суда журналістам. Канец гэтага тыдня, ягоная сярэдзіна будзе аднолькава марознай. У 23 студзеня ў асобных раёнах невялікі снег. Ноччу в -8, -21, у дзень -5, -11. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Мой сённяшні госць, новапрызначаны дырэктар Белгазеты Андрей Бондаренко. Спадар Андрей, я вас перарваў для выпуску навінаў на такой цікавай тэме. Гэта чаму менавіта вы, чаму вашу кандыдатуру абралі для прызначэння дырэктарам? Вы хоць і былі раней пазаштатным аўтарам Белгазеты, пісалі калонку аўтарскую, але з пазаштатнага аўтара і адразу ў дырэктары. Не кожны такой кар'ерай можа пахваліцца. Ну, частично я уже ответил на вопрос, почему именно я, и остановились мы на том, что достаточно опыта в экономической сфере, возможности находить нестандартные решения в разных ситуациях. Ну, не могу я себя, не похвалить. Поэтому сейчас я пытаюсь использовать все эти возможности для того, чтобы газета возвратилась, ну, хотя бы в свое обычное состояние, в котором бы журналисты могли работать. Вопросов очень много, и эти вопросы касаются и финансирования, и подписки, и погашения задолженностей, и привлечения каких-то новых проектов. То есть практически за все, что не коснись вот сегодня в Белгазете, это одна большая проблема, в том числе и сайт организации, который
не соответствует тому виду, которому он должен быть. Поэтому, собственно говоря, наверное, вот так сошлись жизненные пути, что мои способности и возможности в журналистике, в бизнесе, в правозащите, они вот одновременно сейчас используются здесь, в газете. Тым не менш, хоць вы зараз кажаце пра тое, што вы звычайны наёмны рабочы, як і там журналіст, скажем, там ці які-небудзь іншы чалавек, тым не менш, той же самы Кірыл Жываловіч абвінавачвае вас у рэйдарскім захопе Белгазеты. Так на кого працуете? Для кого захопливаете? Ну, я уже прочитал, что я даже чуть ли не представитель русского мира, едва ли там, я не знаю, там русский агент, по-моему, меня назвали. Все это совершенно очевидная глупость, особенно с рейдерским захватом. Я хотел бы пояснить тем людям, которые пользуются этой терминологией. Рейдерский захват, он в первую очередь направлен на завладение активов тех собственников, которые управляют этим предприятием. По-моему, у Кирилла Жываловича никто никаких активов не отбирал. Вот. Ну и совершенно уж смешно звучит тезис о рейдерском захвате предприятия, у которого достаточно много, не буду озвучивать цифру, долгов. И очень... До речі, було б цікаво все ж таки почуть лічбу. К сожалению, я вынужден... Скажу так, что эта цифра оперирует десятками тысяч задолженностей. Поэтому, дабы не привлекать внимание какое-то ненужное пока на сегодняшний день нам внимание других органов, и поскольку я еще питаю надежду, что здравый смысл возобладает, и мы сможем совершенно спокойно сесть за стол переговоров с Кириллом Жываловичем и выяснить все вопросы, которые нас волнуют, мы ему это предлагали, я лично с ним разговаривал, объяснял эту ситуацию, просил его о встрече, но он сказал, что разговаривать не о чем. Теперь вернемся к самому рейдерскому захвату и вообще анекдотичности ситуации. Наверное, мы, если исходить из логики тех людей, которые опубличивают эту информацию, создали вообще единственный прецедент в мире, когда рейдеры захватили предприятие, которое было бы радо, чтобы его хоть кто-нибудь захватил. Да? У нас, я, наверное, еще не видел таких рейдеров, которые специально хотят захватить какую-то организацию, чтобы ее вывести из кризиса, там, найти ей финансирование. И, кстати, еще тут отдельный вопрос. То есть это не функция директора искать финансирование газет, это обязанности учредителя находить и вкладывать деньги в развитие. Но на сегодняшний день я автоматически выполняю функции и руководителя, и учредителя, и журналиста, и так далее, и тому подобное. И шукаете гроши, якія можна укласти в газету. Да, то есть... Может быть, взяли тыя 100 тысяч российских долларов гранта, якія ад вашага імя прапаноўваліся і іншым выданням. Ну, мне примерно то же самое спросили сотрудники милиции, куда мы обратились с соответствующим заявлением о том, что так где же деньги все-таки, может, давайте поищем, может, где найдем. Вот. Я был бы и рад, конечно, если бы эти деньги нашлись, я был бы рад вложить эти деньги в газету, но, к сожалению, это либо очень неудачная шутка, которая сейчас проверяется в Октябрьском РУВД, либо это просто какая-то провокация, смысл которой мне непонятен, но мы к этому не имеем никакого отношения. Вот. Но на самом деле я действительно сегодня занимаюсь поиском денег, и вот, пользуясь случаем Еврорадио, хочу обратиться ко всем, кто готов помочь газете. Нам действительно будет немаловажна помощь бизнесменов, простых людей. Ну и, конечно, призываю подписываться на газету, что в значительной степени поддержит нас. Вы вот зараз сказали про то, что дзіўная ситуация, как вот нехта жадаў захапіць газету, у якой такія вялікія страты, маўляў, нонсенс. Тым не менш, беларуская ситуация, яна такая вельмі дзіўная. Мы ведаем прыклады того, что, ну, по крайней мере, спробы
там захапіць рэйдарскія там нейкую партыю палітычную, якая мала каму вядомая, там можа ўжо там наладан дыхаць 3,5 чалавекі, але напярэдадні выбараў, і гэта для нечага патрэбна пэўным сілам. Выбары набліжаюцца, можа, ім не толькі партыі прывіды патрэбныя, але зарэгістраваныя, афіцыйныя, але і выданне патрэбнае. Чаму? Можа, таму ж самому рускаму міру, у сувязі з якім вас абвінавачваюць, было б не дрэнна займець тут сваю газету? Смотрите, если вдруг когда-то что-то где-то вдруг появится в газете с таким уклоном, то вы об этом узнаете в первую очередь, поскольку моя репутация, она, по крайней мере, четко демонстрирует, что я, собственно говоря, являюсь человеком убеждений, и плюс ко всему я не имею никакого влияния на политику редакции. То есть этими вопросами занимается главный редактор, и, собственно, у меня даже не то что полномочий, у меня даже каких-то возможностей нет повлиять на эту редакцию. Моя задача, она заключается на сегодняшний день очень узкая, это найти средства, чтобы Живолович, который обвиняет меня в рейдерстве, в конечном итоге получил какую-то прибыль как учредитель. То есть ситуация такая глуповатая с моей точки зрения. Вот. Но амбиции Живоловича, будем честно говорить, они в первую очередь базируются на том, что на сегодняшний день он лишен возможностей доступа к расчетному счету и к управлению организацией, что минимизирует для газеты возможности каких-то необоснованных растрат, которые мы, опять же, фиксировали в акте ревизии. Поэтому, скорее всего, это является основной причиной его вот этого возмущения, волнения, поскольку иных каких-то изменений в газете не произошло и не произойдет, кроме каких-то позитивных, как я говорил, то есть налаживания работы сайта, нахождения финансирования для того, чтобы полноценно работал штат журналистов и чтобы журналисты своевременно получали гонорары и заработную плату. Вы зараз абверглі абвінавачванне ў тым, што вы з'яўляецеся рускім агентам, там, агентам ФСБ, там, я не ведаю, якіх там яшчэ спецслужб. Ёсць яшчэ одно такое абвінавачванне, не ведаю, бачылі вы яго ці не. Можа быць, яно крыху не да тэмы, але тым не менш пра новага дырэктара незалежнай даволі буйной газеты трэба ведаць усё. Вот кажуць, што вы прыхільнік Путіна. Нет, ну как, я никогда не высказывался в поддержку Владимира Владимировича, точно так же, как я не поддерживаю Трампа, не поддерживаю Порошенко, Лукашенко. Для меня, скорее всего, что если говорить о каком-то идеале политики, так мне больше симпатизирует Ангела Меркель, но в то же самое время я вижу в каждом из политиков какой-то свой позитив, и этот позитив есть и у Лукашенко, он есть и у Путина, он есть и у Порошенко, и у Трампа, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это абсолютно безосновательное, беспочвенное какое-то заявление. Есть мои высказывания насчет несогласия с общим мнением о руке Москвы кругом, везде и повсюду, но это мое личное мнение. Когда я вижу о том, что какую-то страну, опять же, то есть это не имеет отношения конкретно к Российской Федерации, это не имеет отношения там, к Украине, к Америке, к Германии, это имеет отношение к самой логике изложения или же комментариев, которые пользуются большинство наших граждан. Если я вижу в нем противоречие, я абсолютно открыто в этом участвую, высказываюсь не под какими-то анонимными никами со своего аккаунта и совершенно четко, открыто говорю то, что я думаю. По-моему, это является как раз-таки достижением демократического общества, чтобы каждый из нас мог, не оскорбляя друг друга, высказать свою точку зрения. Добра, калі ўжо там говорим про абвінавачанне, закранем яшчэ одно. Ведаючы даволі складаныя вашу біяграфію, маюцца на ўвазе ўзаемаадносіны з нашай пенітэнцыярнай сістэмай, две судзімасці 2008 і 2014, калі не памыляюся. Вот маючы на ўвазе, што былі асуджаныя, ну гэта толькі перш за ўсё как бы на это звяртаецца ўвагу, што быў асуджаны 2 разы. Ну і зараз крымінал рвецца у, ну, хай не ва ўладу, але 5-ю ўладу, да, 4-ю ўладу, там,
незалежную СМИ? Смотрите, я еще раз повторю тезис о том, что директора, и это четко определено и четко разграничено на газете, в газете на сегодняшний день, это является жестким и при мне неизменным требованием о том, что бухгалтерия для нас это одна власть, ветвь власти на предприятии, бухгалтерия не подчиняется директору, вернее, прихотям директора или главного редактора или еще кого-то. И вторая ветвь власти — это у нас главный редактор и редакционная политика, в которую точно так же никто не может вмешаться, ни директор, ни учредитель, ни главный бухгалтер. Поэтому о том, что Бондаренко пришел в газету сейчас будет сводить счеты с кем-то или же добиваться каких-то удовлетворения каких-то своих потребностей, могу сразу заверить, что нет, этого не будет. Более того, есть, опять же, прекрасная возможность продемонстрировать Департаменту исполнения наказаний о том, что мы не нацелены на то, чтобы постоянно критиковать это ведомство и находить одни негативные какие-то черты. Но, к сожалению, несмотря на наши неоднократные обращения в том, что, к тому же департаменту о том, чтобы мы нашли общий путь сотрудничества и чтобы департамент предоставил нам возможность увидеть тот позитив, который есть в пенитенциарной системе, он, безусловно, есть. И точно так же департамент со своей стороны начал принимать участие в решении тех проблем, которых мы озвучиваем, поскольку мы их озвучиваем, опять же, не из-за того, что Бондаренко с утра проснулся, ему вдруг захотелось назвать проблемы в пенитенциарной системе. Они действительно существуют, и нам было бы очень комфортно и очень удобно, если бы решение тех вопросов, проблем, которые мы поднимаем, происходило не на страницах средств массовой информации, а опять же за круглым столом и там, где будут находиться пути выхода, мы бы уже на страницах газеты и на сайтах платформы и других правозащитных центров озвучивали бы те достижения, те изменения позитивные, которые действительно происходят в пенитенциарной системе. Поэтому Бондаренко в редакционную политику не вмешивается, Бондаренко не будет использовать газету для сведения счетов с кем-то, либо же популяризации платформы. Бондаренко не будет заниматься лоббированием чьих-то интересов, поскольку то разграничение... На вот интересов правооборонцев? Что касается интересов правозащитников, я внес предложение перед главным редактором о том, чтобы доступ к газете имели правозащитники, и, возможно, появилась какая-то рубрика типа правозащитного вестника, где смогли бы полноценно принимать участие все наши партнеры по правозащитному движению. Точно такое же предложение я внес и относительно участия и публикации достаточно, на мой взгляд, перспективного профсоюза РЭП, который имеет на сегодняшний день достаточно много побед, и они достойны того, чтобы эти победы и этот опыт был отражен на страницах газеты. Насколько я знаю, сейчас эти идеи обсуждаются с журналистами, и если будет одобрено, то я, как директор, просто предупрежу своих коллег о том, что у нас есть такая возможность, и будет прекрасно, если в газете появится полноценное всестороннее освещение правозащитной деятельности, и оно станет понятно не только для простых граждан, но и для тех представителей госорганов, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Нам вядомы прыклады таго, што стратныя прадпрыемства, супрацоўнікі атрымліваюць капейкі, калі атрымліваюць ввогуле, а то заробкі затрымліваюцца, а кіраўнічы апарат, дырэктар там атрымлівае там добрыя сумы грошай заробка, нягледзячы на там мяжу да банкрутства блізкую. Вы себе колькі заробок поклали? Ну, ці вам колькі поклали? Ну, у меня в контракте прописано согласно штатного расписания. Если честно, даже не знаю, сколько там штатное расписание. И хоть, опять же, это не совсем корректно, и меня просили там не акцентировать на этом особое внимание, но примерно такая ситуация вот сложилась с Кириллом, и действительно он получал деньги в то время, как журналисты не получали свою зарплату, либо же не полностью получали. Вот, поэтому сейчас вопрос стоит примерно так: если хоть какая-нибудь зарплата будет, я буду рад. Но я готов к тому, что и мы это опять же обсуждали на редакционном
Ремсовете о том, что если станет вопрос о том, что в газете не хватает средств на выплату заработной платы, то управляющий менеджмент на предприятии зарплату получать не будет. Перш чым мы перарвемся на паузу і перайдзем да кароткай трэцяй часткі, мы дакладней коротка, магчыма, апошняе пытанне, на жаль, не можам. Ад Жываловіча, хто за вами стаіць і чаго яны, тыя, хто за вами стаіць, дабіваюцца? Я отвечу, да? Да, конечно. За мной стоит только желание помочь газете, спасти ее и вернуть ту былую славу одному из старейших изданий, которое было у газеты. Сможете? Не знаю, я честно сказал всему составу, и мы сейчас еще будем проводить общее собрание всех журналистов, и штатных, и внештатных, о том, чтобы поговорить с ними откровенно, объяснить ситуацию, которая сложилась, и не дать составу распасться и продолжить работу. Дякую вялікі. Я спадзяюся, что у вас все атрымаецца. О 15 гадзіне у нас у гостях Алексей Янукевич. Будем абмяркоўваць выбор для святкавання Дня волі стадыён Дынама. Хто нас там побачыць? А у нас у гостях сёння быў новы дырэктар Белгазеты Андрей Бондаренко. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.